Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто неожиданно объявится, кто неожиданно появится. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим, кто вам тут неожиданность-то готовит, неожиданное появление. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, помните, что отсыпочка у нас общая. Не у всех и не все отыграется, но раз вы зашли на это видео, здесь есть важная информация для вас. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Смотрите, мне показывают человека, который находится далеко от вас, либо находился далеко от вас. А человек может быть как и даже иностранец, либо проживающий в другой стране. Прям совсем-совсем далеко. У этого человека дорога судьбы ведет к вам, да? Его сама судьба ведет к вам. Встречу он не планирует, да и вы об этом не думаете. Но вот встретиться вам по судьбе, встретиться, вы друг другу очень обрадуетесь. Даже, кстати, не факт, что вы его узнаете, а вот он вас сразу узнает. Здесь очень теплый разговор у вас состоится. Теплый за прошлое, за жизнь, за судьбу, кто, где, с кем. Да, очень интересно будет пообщаться, и этот человек вам даст какую-то невероятную информацию. Информацию о каких-то возможностях, потому что он в руках держит колосок. Колосок уже такой, знаете, готовый. Пшеничка созрела. То есть о каких-то возможностях. Может быть, по поиску работы, может быть, по переезду, может быть, не знаю, по получению чего-то. Но вы этому человеку будете благодарны. Благодарны. Но ему благодарность ваша не нужна. Ему кое-что другое от вас понадобится. Да, человек настолько вами впечатлится, у него такие огромные глаза будут, такие чувственные огромные глаза. Вы как-то очень сильно поменялись. И совсем уже не та, что в его памяти. Будет постоянно вас рассматривать, и в какие-то моменты даже будет немножко вам неудобно, да, некомфортно с этим человеком. Ну, прям будет чувствоваться, да, витать в воздухе будет это сексуальное напряжение. Ну что поделать, вы хороши, ну что поделать. Вот. Но эта встреча полезная идет, полезная, нужная, и вот прям кстати. Глаза вам на что-то откроет, на возможности, на шансы, на получение чего-то. Так, еще кто неожиданно появится? Но здесь с правой стороны, скорее всего, это не то чтобы неожиданно, это больше как похоже на ожидаемо. Человек, который к вам периодически приходит с какой-то просьбой. Скорее всего, человек просит дать ему шанс, дать ему возможность, может быть, попросить прощения, оправдаться перед вами. Но он как попрошайка идет, попрошайка, да, он постоянно приходит и что-то у вас просит. Просит, предлагает, ну, возможно, себя там как-то навязывает. Опять же, вы все разные. Этому человеку вы точно не обрадуетесь. Скорее, это как, знаете, такое доп. Напряжение идет. Вы такая, блин, опять пришел. Зачем ты появился? Когда же ты забудешь дорогу к моему дому? Забудь обо мне, да, сотри меня со своей памяти. Не ходи, не таскайся ко мне. Ну вот человек придет с очередной грустной историей, либо наоборот с веселой историей. Опять будет говорить вам одни и те же вещи. Опять вы будете ждать этого момента, пока же ты исчезнешь, да, уходи. Да, и, ну, впечатление, обычное впечатление, да, вас этот человек не впечатляет, вас скорее напрягает, что он к вам все время приходит. Все время с чем-то, зачем-то он к вам приходит. Ну, мне идет, что это какой-то бывший, либо несостоявшийся. Ну, в общем, постоянно ходит и что-то у вас просит. Любви просит, внимания, не знаю, ласки, что-то он просит. Вот. Что самое интересное, с правой стороны идет. Он точно будет знать, где вы, с кем вы,
И вот желание застать вас в такой ситуации, чтобы вам деться некуда было, да, чтобы вы его все-таки выслушали. Ну, это безрезультатная встреча, скорее как напряжение дополнительное. Напряжение и даже какая-то злость у вас чувствуется. Так, и еще по правой стороне. Ну, здесь человек с ребенком мне идет. Человек с ребенком. Может быть, отец вашего ребенка. Может быть, в принципе, какой-то мужчина с ребенком. Да. Запросто может быть. Чей-то папа, например. У вашего ребенка есть одноклассник, одноклассница. Да, вот папочка такой. Кстати, очень интересный, на лицо не симпатичный. Сразу говорю, вообще никакой. Возможно, даже фигура такая тоже не очень. Но он такая душка. Он такой грамотный в плане там, воспитания детей, в плане отношения с детьми. Вы просто будете заслушиваться этим человеком. Он вам все объяснит, подскажет, расскажет. Кстати, возможно, он даже доктор. Либо доктор детский психолог, либо доктор, например, этот педиатр. Да? Слушайте, ну такая встреча замечательная. Вы так будете рады этому мужчине. Сначала вы, ну, скажем так, внешне его оцените, скажете, ну, никакой. А потом, как он начнет говорить, вы просто увидите, какая у него красивая, прекрасная душа. Вообще мне идет, что он мужчина свободный. Свободный с ребенком. Может быть, в разводе, да, ребенка периодически там забирают, воспитывают. Возможно, он в принципе живет с ребенком, да, ну, с женой что-то случилось, и он живет с ребенком. Слушайте, ну прям приятно так будет и познакомиться, и пообщаться. Мало того, эта картинка идет в правой стороне, а это говорит о том, что будет этих встреч очень много. Либо на постоянной основе вы начнете с этим мужчиной общаться. Да, со временем он даже вам симпатичный станет. Ну, потому что так бывает, да. Мы человека сначала оценим по внешним данным, потом начинаем общаться с этим человеком и понимаем, что человек из себя представляет. И бывает такое, что человек не симпатичный, но очень харизматичный. Да, много таких случаев. Но вижу, что вы будете очень полноценно общаться, плотно даже общаться, и у вас еще какие-то общие дороги появятся. А может быть, вы ребенка поведете в какую-то спортивную секцию, там с этим мужчиной познакомить. Будете периодически там то ли вместе ходить, то ли вместе там встречаться, общаться, ждать своих детей. Но это очень хорошее знакомство. Здесь, опять же, и советы хорошие, и подача такая вот прям, знаете, очень хорошая. Вот мне идет, что он не симпатичный, но очень грамотный и очень хорошо воспитанный мужчина. Вот возьмет своей харизмой, возьмет своим этим внутренним состоянием, внутренней красотой. Вот. Кстати, хороший мужчина. Девчоночки, кто ищет настоящих отношений, такой теплой, спокойной, размеренной жизнью, вот, прекрасный кандидат, прекрасный. И вижу, что он к вам тянется. Единственное, что вот ребенок у него какой-то вот прям, не знаю, не впечатлится вами. Может быть, капризный ребенок, может быть, там ревновать будет. Но, тем не менее, мужчина к вам будет тянуться. Так, идем дальше. Здесь вот какой-то голубь, гордый голубь появился. Мужчина, который вас найдет. Он вас найдет. Он вас искал, он вас найдет. Может быть, когда-то у вас произошло случайное знакомство, не удалось обменяться телефонами, либо удалось, но как-то неудачно. Прошло время, и человек вас искал все это время, и вот он вас находит. Для этого человека это вау-событие, грандиозное событие. Он вас нашел, он все время о вас думал, он вас нашел. А вы такая, а что мне делать с тобой, да? В принципе, может быть, в то время это было и приятное знакомство, но сейчас мужчина как мужчина. Скорее всего, в интернете он вас найдет, да, потому что голубям показали, наверное, начнет вам там написывать всякие там дифирамбы, комплименты, говорить о том, какой он несчастный, одинокий, как много времени он потратил, чтобы вас найти, и как он счастлив, там, как его сердечко прыгает от счастья, потому что вот он вас нашел. Ну, в общем, какое-то приставало идет. Приставало, но судя по размеру рисунка, судя по форме, судя по локации, не вижу, что вы прям очень были счастливы. Ну да, приятно, что мужчина там впечатлился вами, что да, он искал, молодец, нашел. Ну а дальше что? Ну а дальше, особенно если он живет где-то там далеко, например.
Ну, либо в какой-то отдаленной местности. Ну, такое, знаете, ну, время, да, вот это время потратить идет. Ваше время, кстати. Ваше ценное время. Так, и еще. Мужчина, который вам нравится, с левой стороны. Короткая встреча, либо короткий период, когда можно пообщаться. Ну, не знаю, может, он командировочный, может быть, он в разъездах постоянно находится. У вас буквально тут, ну, совсем ничего, там, пару дней на то, чтобы пообщаться. Я вижу, что вы ему тоже интересны и тоже нравитесь. Но у мужчины за спиной огромный мешок проблем. Просто гигантский мешок проблем, несоразмерный с фигуркой мужчины. Там помимо проблемы еще какой-то человек стоит. Вот не буду говорить, кто. Это может быть и мужчина, и женщина, и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. Да, кто угодно может быть. Ну, проблемный, очень проблемный. Он бы и рад к вам, девочки, он бы и рад проявиться, там, куда-то вас позвать, пригласить. Но вот эти проблемы, они тянут его в обратную сторону. Он человек порядочный, вот сразу видно, что порядочный. Зачем ему вас грузить своими вот этими всеми проблемами? Тем более я не вижу у вас никаких перекрестков. Ну, по крайней мере, в ближайшее время, в то время, которое вы загадали. Да, вы встретитесь пару дней, там, может быть, как-то там пообщаетесь, повстречаетесь, либо, может быть, вы вместе работаете. Да. Будет немножечко время, да, на то, чтобы пообщаться, но потом он опять пойдет своим путем, а вы пойдете своим путем. Но, тем не менее, будет приятно, девочки, будет приятно. Не знаю, признается ли он вам в своих чувствах, но намекать на чувства точно будет. Ну и вы там, пожалуйста, тоже особо заднего не пасите. Если нравится, так и говорите. А ты мне нравишься. Вот. А я бы дала бы тебе шанс. Да? Ну, вы у меня все грамотные, умные, я думаю, сами придумаете. Показывают ваш домик. Дверь в домике вашем открыта. И на пороге у вас желанный гость стоит. Ну вот, девчоночки, кому-то вот прям индивидуально идет человек, о котором вы думаете, о котором вы мечтаете, которого вы очень-очень сильно ждете. Этот человечек вас посетит. Не обязательно мужчина, да? Может быть, это и родственница, может быть, это и подружка ваша. Но вот прям желанный гость на пороге вашего дома, и дверь в ваш дом, она уже открыта. Славное событие с левой стороны. Может быть, как без предупреждения, либо в последний момент вас предупредят. Но вы очень счастливая будете. Очень счастливая. Так, еще. Здесь случайная встреча, именно случайная. Вот как хотите, это будет случайно с мужчиной, который вас то ли обидел, то ли вот как-то несправедливо с вами поступил. Боль какую-то вам причинил, вы из-за него плакали, да, плакали, больно было из-за него. Идет вот встреча с этим мужчиной. Мужчина будет в неподобном виде, в неподобном. Вы когда его увидите, вы скажете: фу, какая гадость, да, это что с тобой такого случилось, что ты так мерзко выглядишь, либо почему от тебя так мерзко пахнет. Мне вообще идет, что он то ли бомжует, то ли, ну, может быть, чего похуже, да. Но есть такие вредные привычки, которые заставляют человека потерять человеческий облик. Знаете, с одной стороны, вы очень впечатлитесь. Вам, ну, это будет странно, да, что человек вот опустился до такого уровня. А с другой стороны, придет такая мысль в голову: а это тебе за меня, да, за то, что ты меня обидел, за то, что пролились мои слезы, за ту сердечную боль, которую я от тебя получила. Знаете, вот как наказание. Да? Мужчина получил наказание за вас. Отчасти это будет правда, девочки. Так оно и есть. Мужчина просто профукал свою жизнь, свою судьбу, свое будущее. И вот в таком виде он перед вами предстанет. Не могу сказать, узнает ли он вас, будете ли вы общаться, может быть, и не будете, да, но вы его точно узнаете и очень впечатлитесь. Будете очень долго еще вспоминать эту случайную встречу, очень долго о нем думать. И даже кто-то будет прям интересоваться, что же дальше, да, что же с ним дальше будет, что его ждет. Ничего хорошего его не ждет. С левой стороны вышел. Ничего хорошего.
Ну, каждый сам кузнец своего счастья, да, либо каждый сам выбирает свою судьбу. Он свою уже выбрал, вернее, проиграл. Он ее уже проиграл. Так, еще неожиданно кто появится? Какие-то добрые люди, добрые к вам, добрые к вашей семье. Взрослые люди, ну, взрослые, старше, чем вы, вот, старше, чем вы. Люди, у них какие-то подарочки будут для вас, для вашей семьи. Здесь может быть даже как, не знаю, то ли они к вам, то ли вы к ним, то ли вам от них кто-то, например, эти подарочки привезет. Но это будет очень приятно. Кстати, может быть, смс-ку получите, либо посылочку от кого-то получите. Это будет приятно. Это проявление доброты в вашу сторону. Так, еще. Какой-то важный человек. Важный человек протягивает вам руку. Может быть, вы искали встречи с каким-то человеком, не знаю, чиновник, может быть, какой-то доктор, профессор, может быть, лицо ответственное, да, высокопоставленное лицо. Смотрите, этот человек, он к вам руку протянет. Не только встреча состоится, но и, возможно, даже какая-то помощь вам придет от этого человека. И это тоже будет приятно. Может быть, не в том объеме, на который вы рассчитывали, либо не в том формате, на который вы рассчитывали, но тем не менее руку к вам протягивает. Рука будет протянута. Так, и, мои хорошие, в загаданный срок случится какое-то необычное знакомство у вас с абсолютно новым человеком. Оно мне идет как срежиссированное. Ну, допустим, вас могут познакомить ваши знакомые, да, специально так все это подготовить, подогнать. Ну, типа случайно, но на самом деле это не случайно. И также высшие силы могут постараться и кого-то к вам вот подвести, привести, чтобы вы познакомились. Знакомство невероятной важности. У одних отыграет, что вы свою судьбу встретите, познакомитесь, а у других человека, который для вас что-то грандиозное сделает. Ну, помощь окажет, сделает, услугу, может быть, какую-то. Ну, и так может отыграться. Но это замечательно. У вас в руках факел, и вам его поджигает вот этот человек. То есть освещает вам путь, да, что-то для вас делает. Ну, либо разжигает костер любви между вами. Хорошие знаки, добрые. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.